могу сказать, Татьяна Валерьевна? Значит, я многолетний активист, сказать, пролайф движения белорусского, то есть защиту жизни, семьи, семейных ценностей, всякого такого. Вот, значит, я вопросы демографии, надо сказать, изучал. Я в свое время работал несколько лет в организации «Открытые сердца» в Могилеве. Это, собственно, как бы ведущая пролайф организация. Ну, другие у нас пролайф организации, к сожалению, не очень они на карте. Но общая такая деятельность присутствует. Вопросы демографии, значит, вопросы семейной политики. Вот недавно мы как раз встречались с товарищем Макаровым, директором Института исследований, вместе с товарищем Волоховичем, директором организации «Открытые сердца». Мы с ним говорили тоже на эти темы. Значит, смотрите, коренной проблемой семейной политики, демографического положения является то, что в республике, собственно, после развала Союза, ну, для того оно и делалось, да, значит, сидят очень прочно глобальные фонды, ЮНФПА, в Министерстве Собеса, организация так называемого здравоохранения в период коронапсихоза, все увидели, что ее надо как-то иначе назвать, в Минздраве и фонды ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО в Минобразе. Они все продвигают тренды, направленные на, в общем-то, одним словом, глобальное сокращение населения. Это включает, конечно, максимальное снижение рождаемости, подрыв института семьи. Это их базисные установки. А тут они их проводят, как это называется, применительно к страновым условиям. Вот. И, казалось бы, дальше уже некуда. Такой обвал рождаемости, как есть. Ну, как бы вот он и есть. То есть многое достигнуто и продолжается в том же духе. Базисные понятия того, как может государство противостоять демографическим угрозам. А демографические угрозы у нас перечислены в законодательстве. На мой взгляд, перечислены очень неполно. Например, безусловно, стратегическая демографическая угроза является, на мой взгляд, да, на наш взгляд, является безудержный фантастический рост среднего возраста вступления в брак и возраст рождения первого ребенка. А по установкам фондов наоборот. Значит, вот активно внедрялось в веселые годы прошлого шизовекторного десятилетия, значит, что вообще это чудесно, что позже вступают в брак, это больше, значит, так сказать, ответственность. Да? Вот. То есть мало того, что люди вообще нацелены на... Непонятно, на что они нацелены, потому что удовольствие эти, это не удовольствие. Успех там, не успех, так сказать, да, какой там успех уже из измочаленной, одинокой, бездетной женщины в 35 лет, независимо от того, какую она должность занимает, да. Вот. Но нацелены на это все дело. Еще официально говорилось, это чудесно, это отлично. А на самом деле в отношении семейной политики были советскими демографами разработаны шаги. Причем, что важно для нас, они были разработаны в отрыве как бы от ценностных, значит, подходов, ну, таких прорелигиозных, скажем, да, проавраамических, которых, в общем-то, мы сегодня не стесняемся говорить, да. В Советском Союзе были аборты, гуляй, Вася, и всякое такое. Но, тем не менее, смотрели, что же реально заинтересует женщину рожать детей. Вот. Установили 3 кита, в отношении которых действовали. Был товарищ Урланец такой, мой единоплеменник, выдающийся демограф советский. И с своими сотрудниками, соратниками, собственно, выдвинули рекомендации, которые помогли не только в Советском Союзе реально поднять рождаемость на европейской части. И, собственно, вот это многолюдное поколение советское, которое, к сожалению, сейчас вышло из детородного возраста,
и, соответственно, уже обвал в абсолютных цифрах у нас у всех налицо. А что в прошлом десятилетии этот обвал готовился, это скрывалось успешно. Значит, говорили якобы позитивная динамика. Она была ничего не позитивная, просто было очень много женщин детородного возраста, многолюдное поколение. Так это на европейской части оно было. То есть сумели добиться. И сумели добиться остановления вымирания в странах народной демократии в Восточной Европе. И даже в ГДР, которая уже вымирала вместе со всеми прогрессивными нациями, тем не менее, где-то коля нуля в 80-е годы затормозили, значит, вот этот расклад смертей и рождений. Вот. 3 кита непростые. Это жилье, это декрет и это государственное минимальное обеспечение всех детей. Вот. А тут значит, таким, наворотом фондов, да, то есть они тут действуют применительно страновым условиям. Они не приходят, не говорят, что мы хотим, чтобы вас, белорусов, было как много меньше. Вот просто, чтобы вас тут было поменьше, елки-палки, уже резали мы вас, резали, и гляди, как опять расплодились. Они с этим не приходят. Они вот изящно декрет, давай на всю катушку, то есть женщина выбивается вообще из активной жизни колоссальным декретом. И деньги платятся не ребенку, будущему гражданину, да, малолетнему гражданину, который появился, а он платится ей. Раз уже она такая отмороженная в декрете сидит. Кончился декрет, кончились денежки, и давай смотри, как ты будешь крутиться. Понятно, что рождаемость это никак не поощряет. Рождаемость как социально, как демографическое явление. И это именно по инициативам фондов. Они, с одной стороны, говорят, надо помогать незащищенным слоям. А беременность – это самое опасное положение для женщины. Ну ладно, не сумели ее по 150 медицинским показаниям, или сколько им там, 180, и по множеству социальных рекомендаций уговорить ребенка выкинуть. Ну ладно, раз родила, пусть сидит в декрете, сидит, и все. А на ребенка ничего не полагается. Понятно, что это ничего. И жилье государственное, по-простому, в Советском Союзе, хоть какой-то крышей, был обеспечен любой несовершеннолетний ребенок, и тот, кто его воспитывает, оба родителя или один родитель. У нас в республике такое положение отсутствует напрочь. Его нет. Химера, что собственно жилье доступно любому гражданину, это полная химера. Вывод тут всегда прост. Или оно или не каждому, так, или просто оно будет недоступно. Реально государство не обеспечивает жильем несовершеннолетних детей. То есть 3 кита, которые, собственно, открыли, подчеркиваю, совершенно вне религиозные советские ученые, и которые дали свои реальные плоды, снова подчеркиваю, на европейской части, потому что в официальных публикациях, которых вы, возможно, видели, да, там будет написано, что оно подняло в мусульманских республиках рождаемость. Там она и так отличная была, может, стало чуть лучше тогда. Но оно подняло на европейской части. И вот это многолюдное поколение, которое давало вот этот фиктивный, то есть игрались словами, называли рост рождаемости в шизовекторном десятилетии, да? Это был не рост рождаемости, был рост числа рождений. Это был рост числа рождений по стране, а число рождений на женщину непрерывно падало. Вот. И это таки дало плоды. А у нас оно полностью скосовано. Это первый момент по семейной политике, на который я хочу ваше внимание обратить. И вы считаете, вот резюме ваше, вы считаете, что у нас должно быть сделано? Значит, Жилье, что должно быть сделано конкретно? Соответственно, да, что и как, это должны компетентные специалисты посмотреть, как говорится, на запасы, инвентаризировать, да, провести инвентаризацию жилого фонда, бюджета, выделяемого на эти цены. Подчеркиваю, ни копейки добавлять не надо. Вот не надо. Потому что как-то не в этом разговор, этот разговор был толковый в BC.
с директорами, другими сотрудниками. А как-то там такой типа мини-круглый стол провели несколько лет назад, тоже с моим участием. И там, значит, подскочили все как один и замахали: а где мы деньги возьмем? Это как мантра, да? Вот. Ага. Да, деньги, вот деньги они есть. Вот давайте выходим из того, что ни копейки добавлять не надо. Инвентаризация и перераспределение, исходя из этих 3 китов. Декрет не должен быть такой длины, который выбивает женщину из общества. С другой стороны, минимальное обеспечение крышей и содержанием должно быть на любого ребенка. Ну, у нас акселерация, давайте до 16 лет. Может, на самом деле будут думать о том, что с 16 лет надо бы работать, а не смотреть, кого бы там дальше еще уживать из родных и близких. Вот. Вот это 3 кита. Как их запустить? Вот это как раз тут и должна начаться серьезная работа компетентная. А установки должны браться советские, толковые, а не установки глобальных фондов. Вот. И понятно, что нигде в мире нет такой страны в мире, где общедоступно свое жилье. Есть очень много стран, где значительное большинство населения повязаны кабальными ипотеками. И 2 супругов работают, и один из них работает на ипотеку десятками лет. Но это тоже не все население. Те, кто уже конкретно неимущие, они просто на улице, они просто в ужасающем положении. Я это говорю компетентно, так как я 30 лет прожил в государстве Израиль, вот, а 14 лет назад вернулся на родину сюда к нам. И я гражданин, соответственно, нашей республики, и заявляю, так сказать, хоть и не как мать и как женщина, но и как, можно сказать, сын людей, которые тут много-много десятков лет для этой республики работали. И кое-какие наблюдения я даже и те 19 лет, что я прожил в советское время, я имел на эту тему, так? То есть люди не боялись рожать, не было понятия бояться рожать. Студентки на гуманитарных факультетах, ну, они были женские, да, подавляющие, да, значит, там говорили, это самое, с 3 курса ходят бегемотики, да, бегемотики, девушки рожали, любит, не любит, плюнет, поцелует, хрен с ним. Женщины рожали, было понимание в обществе, что женщина с ребенком – это хорошо, и женщина с ребенком потом выходила замуж, еще за кого-нибудь другого, если отец ребенка утек. Люди не боялись рожать. Сейчас рожать – это страх. Женщины боятся рожать, что со мной будет. И эти фонды это все реально, значит, поощряют. И оно у молодежи сидит в голове. Да, это правильно. Вот. А сидит в голове неспроста, потому что я вам скажу, что очень мало людей, скажу я без ложной скромности, да, такие, как я, например, ну и, надеюсь, как вы, раз вы важный человек в нашей советской власти, так, в состоянии что-то самостоятельно изучать и обдумывать, и менять какие-то установки там под влиянием образований фактов. А 95% людей, они просто воспринимают, что вокруг ходит, то у них и в голове. И на эту тему выдающийся советский и русский социолог и философ Антонов, знаете такое имя? Вот. Он, кстати, был осенью 90-го года, он был один из тех, кто говорил, неважно что и как, но необходимо сохранить Советский Союз. У меня вот лежит буквально напечатанные его слова. Сохранить Советский Союз для человечества, потому что это уникальное социальное образование в истории. Надо его сохранить. Ну, то есть мужик хорошо понимающий. Он имеет выдающиеся работы по демографии, научные. Он конкретно там демонстрирует, что вот это насаждаемая у нас во всех вузах идея демографических переходов, как бы вот эта мантра, да, вот этой, значит, псевдонауки западной, что это полная чушь. Имеется просто прямое угасание рождаемости. Вот, на прямое угасание всегда можно сказать о переходах, да, но переходов тут никаких нету. Вот, значит, и он
блестяще сформулировал, что современная молодая женщина в городском социуме, которая идет делать аборт, в этом нету никакого ее выбора. И ее репродуктивный выбор выражается в этом ровно в той же степени, в какой, значит, кто там умиляется, что русская крестьянка в 19 веке рожала 15 детей, да, и до 5 лет доживала половина, а до 10 там хорошо, если несколько, так? И говорит, вот как бы мы понимаем, тут нечего умиляться такому торжеству традиционных ценностей, что у нее выбора не было никакого, так? Говорит, ровно настолько у этой молодой женщины, которая идет делать аборт, у нее нету никакого выбора. Тот социум был вот так построен, и этот социум вот так построен. Она что, взвешивает все моральные, медицинские, физиологические, личностные за и против? Она их вообще не... Она идет и с легкостью делает этот аборт. Та, которая делает с легкостью, делает это ввиду не выбора. То есть она полностью вот такой имеет диапазон социального выбора, как имела русская крестьянка в 19 веке. Михаил Львович, с вами очень интересно поговорить, но, к сожалению, у нас времени мало. Да. Давайте когда-нибудь встретимся. Можно и встретиться, если вам интересно. Да, мне очень интересно. На самом деле вы правильно все говорите. Не все, может, получается сделать, поэтому вот мы поднимаем сейчас эту тему семья, семейные ценности, и вы правильно сказали про вот эти иностранные организации, которые насаждали нам ценности. Вот. Да, в 30 семью. И я вам больше того скажу, Татьяна Валерьевна. Понятно, что Бог хранит Беларусь и молитвами всех нас, верующих людей тут, но если бы все шло вот как заведенному ходу, если бы не их поганый фальстарт, ихний фальстарт в 2020 году, они бы продолжали это насаждать. Это да, идеология это давно уже проникла у нас. Слава Богу, что они сделали этот фальстарт, и они все показали, кто они такие. И сейчас вот мы можем с вами толково говорить, и вы признаете, что я говорю дело. Это тоже очень отрадно. Вы дело говорите, правильно, и мы про это тоже говорим. И пытаемся сделать что-то, но я думаю совместно. Вот знаете, я вообще вам благодарна за звонок и рада, что у нас есть такие люди. Вот люди, которые неравнодушны к тому, что происходит. Ведь с молодежью, согласитесь, сложно говорить. Я даже сама вот со многими молодыми говорю, 30 лет, есть муж, почему не рожаете? А мы вот ждем. Чего вы ждете? Так я ж только что осветил, что в городском социуме ровно такой репродуктивный выбор, как в сельском 150 лет назад. Никакого выбора. Это влияние социума. С молодыми вообще особо говорить не о чем. Пока человек... Правильно говорите, жилье. Пока человек розум получит, у него проходит детородный возраст. И это тоже не случайно. Поэтому государственная политика должна быть такая, но молодые идут, я вам скажу, за кем идут молодые? Молодые идут за тем, кто что-то утверждает искренне, за тем, за кого чувствуется сила, и за тем, кто готов брать ответственность, когда он к кому-то обращается и что-то требует. Это и в отношении от позиции государства к молодежи вообще, когда молодежь призывает там идти в те или иные отрасли, например, родину защищать и т.д., да, и в частности в плане семейной политики, когда государственная политика будет, вот как я отметил, да, когда она будет искренне, она будет по делу, и государство говорит, мы берем ответственность, а не вот этот лозунг «Женщина должна брать ответственность на ребенка, который родила». Скажите спасибо, что родила. Скажите спасибо, что родила. Государство должно сказать спасибо женщине, которая родила. Подавляющее большинство женщин, они будут со своим ребенком. А нет, так нет. Но тут важны именно формулировки. Именно формулировки. И вот это обсасывание постоянное государство обязано, не обязано. Кто такое государство? Государство – это мы. Государству нужны живые люди. Это первое, что надо. Без этого все остальное мертво. Вообще. Это говорил Ломоносов и говорил Урланис. Так вот, с промежутком 200 лет, да? Что первое, что нужно государство – живые люди. Без этого смешно вообще о чем-то говорить.
Поэтому, конечно, правильно, я с вами государству нужны живые люди. И все. Ну, молодежь мы должны стимулировать к рождаемости. Да, но в первую очередь должны Раньше звучать рожали. речи, разумные речи, а звучат все еще безумные. Вот вам скажу пример, буквально свежайший. Вчера слушал по Первому каналу, значит, многодетная мать, чудесно, все там она, чем-то она там отличает, ну, всяких таких, должна быть, мало что малодетная мать, просто малодетную мать никто не выведет, должна быть спортсменка, комсомолка, там то все. И вот она начинает говорить про многодетность, и изрекает своей высоты, типа, а вот женщины, типа, да ничего не обязаны. Это твоя ответственность выбрать партнера. Подожди, а тебе повезло, ты выбрала партнера, потому что ты такая умная. Тебе повезло, а кому-то не так повезло. А я уж не говорю женщине бездетной оставаться, что ли, в страшном женском одиночестве, да? Но я говорю, с точки зрения государства, так что? Ты себе выбрала партнера, и это то, что ты изрекаешь, а женщина, которая вот хренового выбрала партнера, не поможем ей родить ребенка и вырастить, и, может быть, выбрать еще следующего партнера, такой или не такой, и дальше детей родить. Вот это должно государство женщине сообщать. А не ответственно выбирай партнера. А он не выбрался, елки-палки. У партнера мозги разложены. А мужчины, как известно, в плане социальной деструкции, они стоят на порядок хуже женщин. Это факт. Это факт, понимаете? Вы согласны? В разных странах мира сколько процентов женщин среди уголовных преступников в тюрьмах? От 2 до 17%. Во всех странах мира. Очень четко. Остальные все мужчины. Поэтому еще привязывать деторождение к тому, что ты партнера, а не выбрала партнера, а дети нам нужны. Вот такое дело. Ясно. Спасибо вам большое за звоночек. Спасибо за то, что вы вот интересуетесь этой проблемой семьи. На самом деле я с вами согласна, что с молодежью надо работать. Им надо разъяснять ценность семьи. Как вообще ценно и для государства, и для самого человека иметь детей. Поэтому спасибо вам большое. Вы извините, больше как бы... Да, ну, если захотите, может быть, встретиться, я вам координаты все дал. И хорошо, спасибо, я все записала. Всегда будем рады со мной, и с другими людьми, упомянутыми и неупомянутыми. Спасибо большое, Игорь Львович, спасибо. До свидания. С Богом, Боже, храни Беларусь.